Начало месяца. Оплачивать или не оплачивать коммунальные услуги? Увы, но для заметной части горожан этот вопрос, хотя бы иногда становится актуальным. И что греха таить, они отвечают на него отрицательно. И, конечно же, мотивируют свой отказ всевозможными аргументами. Так вот, на прошлой неделе одним аргументов у этой части горожан стало больше. Правительственные газеты, средства массовой информации правительства нашей республики расписали ситуацию, которая сейчас складывается во взаимоотношениях между единым расчетно-кассовым центром мэрии и аналогичной вновь создаваемой организацией финансово-расчетным центром. Ситуация, скажем прямо, довольно туманна, не очень-то разборчива, и, соответственно, вытекал вопрос из нее, а стоит ли сейчас платить, может быть, лучше подождать? Что по этому поводу думает мэр столицы нашей республики? Его комментарий ситуации. В данном случае ЕРКЦ работала и работает. То, что сегодня проходят следственные действия, они практически по РКЦ закончены. Единственное, конечно, еще не возвратили следственные органы всех документов, которые изъяли для экспертизы, для проверки. Но это не мешает сегодня работать. 20 наших сборочных пунктов по сбору платежей коммунальных работает. Сегодня практически со всеми управляющими компаниями, за исключением Прометея и еще одной управляющей компании в Гагаринском округе, все заключили с РКЦ, и платежи принимаются в нормальном режиме. Что касается ФРЦ, мы с удовольствием вошли городом в это предприятие, но взять безапелляционно, отдать свои пункты сбора в то предприятие, которое инициировала одна из управляющих компаний, даже то, что там присутствует правительство и мэрия, я думаю, это неправильно. Во-первых, по закону мы не имеем права из предприятия, у которого находятся основные фонды на право хозяйственного ведения, просто изъять и передать. Во-вторых, мы предлагаем, должна быть единая база данных, потому что произошла ситуация с РКЦ. Если сейчас вдруг такая, не дай бог, пройдет с ФРЦ, тоже никто не застрахован, то частное предприятие акционерное фактически будет потеряна база. Мы приняли решение, чтобы подобных ситуаций не происходило, база должна быть, именно данные. Когда кто платил, сколько заплатил, кто хозяин, эта вся база должна быть чисто муниципальной. И все предприятия мы предлагаем, заключайте. Так же, как заключайте с муниципалитетом, создали предприятие муниципальное, которое чисто является хозяином этой информации. Не денег, а информации. И так же, как и ФРЦ, так же, как и создали в Губинском округе своих 2 пункта своих по сбору, они заключают с нашим предприятием РИЦ договор на информационное обслуживание и сами собирают деньги, нет вопросов. Самое главное, база должна наша быть, чисто муниципальная, независимо ни от каких коммерческих интересов. Что же касается ФРЦ, РКЦ, создало предприятие ФРЦ свою систему сбора платежей, ради бога, пусть собирает. Но взять из этого разваливать РКЦ, чтобы передавать те же пункты, ладно, те люди, которые также были повинны в ситуации развала РКЦ, сегодня перебежали в ФРЦ, и теперь оттуда требуют: дайте нам базу данных, дайте компьютеры, дайте остальную технику, программный продукт. Зачем это? Я считаю, что это неправильно. Еще одна очень большая причина, которая заставила меня задуматься, прежде чем отдать эти пункты в ФРЦ. Дело в том, что если мы сейчас отдадим полностью эти сборы пунктов, то фактически долги прошлых лет или прошлого года перед подрядчиками зависнут и не будут возвращены. Дело в том, когда мы вели разговор, в первую очередь, с Василием Борисовичем Грабцевичем о том, что создать единую базу, речь шла о том, что если создавать, то надо брать ее и отдавать с долгами. С другой стороны, понятно, почему новое предприятие должно нести ответственность за старое предприятие. Правильно. Но тогда, как же мы сейчас отдадим, а потом эти долги повиснут? И крайне будет опять мэрия. Так вот, для того, чтобы не бросить людей и те предприятия, которые ранее обслуживали, я считаю, что сегодня надо разобраться, в первую очередь, с долгами, а потом принимать решение, совмещать или не соединять, или не соединять эти пункты приема с ФРЦ. Ну а ФРЦ, пожалуйста, наша доля, мы можем внести деньгами или каким-то другим имуществом.
Но под видом участия взять, развалить предприятие, я считаю, это неправильно. Ну что же, мнения, можно даже сказать, оппонентов по данной ситуации известны, они теперь понятны. Известно и то, что деньги, которые мы с вами уплатим за коммунальные услуги за май месяц, они в любом случае не пропадут. Никто не станет с нас требовать повторной оплаты, когда вот эта ситуация вокруг ФРЦ и ЕРКЦ разрулится. Так что время принятия решения за вами. Всего доброго.